Доброе утро, дорогие телезрители! Начинаем новый рабочий день. Сегодня пятница, и традиционно мы вышли в город. Узнать, чем же дышит город Якутск. Да, немножко прохладно, но наблюдается очень большая активность. Кто-то бегает, кто-то гуляет с собаками, кто-то просто совершает пешие прогулки. Ну а кто-то уже спешит на работу. Прям видно, что в рабочих костюмах. В общем, город живет, не спит. И несмотря на то, что на улице прохладно, даже делают активно зарядку. Это не может не радовать и не заражать примером. Зарядку мы чуть попозже с вами сделаем. Обязательно поговорим о том, как наши доблестные ученики военного училища Северо-Восточного федерального университета вернулись со сборов, как они прошли. Расскажем о волонтерских движениях. Также поговорим о замечательных блюдах традиционно. Ну и просто поднимем вам настроение. Оставайтесь вместе с нами. Ну а прямо сейчас расскажем, что же у нас за окном. Ну, можно сказать, что прохладно. Ну а подробный прогноз я вам сейчас зачитаю. Итак, у нас сегодня за окном достаточно прохладно. В центральных районах всего плюс 10, плюс 15. В заречной группе 11-20 выше 0. В южных плюс 7, плюс 16. В Вилюйской группе 10-14 со знаком плюс. В Нижнеленских 10-15 выше 0. В западных плюс 9, плюс 14. В Колымо-Андигирской группе Улусов плюс 5, плюс 16. В Янских 6-10 выше 0. На северо-западе плюс 6, плюс 8. Но в Якутске в 6 часов утра температура также была достаточно прохладная, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 748 метров ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске пасмурно. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура плюс 15, плюс 12 градусов. Ну, в общем, как я говорила, довольно прохладно. Вот стою в пальто, мне, в принципе, не жарко. Так что имейте в виду, одеваться уже стоит потеплее. Близится осень, но это не должно портить нам настроение. У нас всегда отличные новости, о которых вам тоже сейчас расскажем. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу уже с 1 сентября. Согласно новому законодательству, власти России получат полномочия устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также контролировать количество студентов и направление подготовки в вузах. В России, к слову сказать, насчитывается 749 головных вузов и 540 филиалов, из которых треть составляют коммерческие учреждения. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила, ранее существовало более гибкое регулирование платного приема, однако отсутствие четкой позиции в законе не позволяло контролировать плановые цифры. Курская АЭС, первая в России, отправила роботов чистить турбины энергоблока. При этом специалисты контролируют работу дистанционно, через телекамеры. Сначала сотрудник вручную устанавливает робота внутри водяной камеры конденсатора, наводит его на нужную группу трубок и включает в автоматический режим. Дальше тот самостоятельно перемещается по направляющей, закрепляется на теплообменные трубки и тщательно очищает их мощным напором воды. После завершения одного участка переходит к следующему. Тем временем в Якутске в результате системной работы на 40% снизился износ сетей водоснабжения, на 36% – канализации. Подготовку к зимнему сезону обсудили глава Якутии Айсан Николаев и генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Каджигасов. В центре внимания – готовность коммунального комплекса города к отопительному сезону. Как доложил Анатолий Андреевич, работы по промывке и техническому обслуживанию сетей идут по графику. До конца августа планируется завершить промывку более 33 километров сетей, провести очистку насосных станций и камер гашения. 17 аварийных домов расселят в 3 кварталах Якутска до конца этого года. В целом во 2-м и 17-м кварталах в Якутске для возведения нового микрорайона «Спортивный» необходимо снести 160 аварийных деревянных многоквартирных домов. В прошлом году были расселены жильцы 11 подобных домов. Председатель правительства республики Кирилл Бычков в ходе объезда поставил задачу усилить работу по расселению жильцов 17 аварийных домов, которые запланировано снести в этом году. 2 объекта у нас в этом году сдаются. Вот первый объект, на котором мы были, это спортивный комплекс. У него срок сдачи декабрь текущего года. В целом там сейчас работы идут достаточно динамично, легко возводимые конструкции. В целом технически это возможно, и таких проблем у них по графику сегодня не наблюдается. Второй объект вот за моей спиной. Это детский сад, он тоже у нас сдается в этом году на 240 мест. Хороший большой проект, сейчас вот ходили посмотрели.
К другим темам. Сильнейшая за последние 2 месяца магнитная буря ожидается на Земле уже сегодня. Наша планета войдет в зону действия так называемой крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на целую неделю. Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака. Удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса КП до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз зарегистрировали бурю подобного уровня. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях Геннадий Степанович Сысоев, начальник учебного центра, военного учебного центра Северо-Восточного федерального университета. И сегодня мы рассказываем о том, что 87 студентов вернулись у нас со сборов, военных сборов, да, получается, Дальневосточного командного училища центрального. Расскажите, пожалуйста, что это были за сборы и вообще как работает центр? Ну, во-первых, доброе утро, дорогие телезрители. Я расскажу про сам центр сначала. Да. Наш центр – это наследник военной кафедры, которая существовала в Якутском нашем государственном университете в течение 40 лет. Свою деятельность он начал в 2022 году. В 2022 году мы набрали первый набор ребят в количестве 3 учебных групп. По каким направлениям? Да, которые разделились по одна группа по направлению подготовка сержантов запаса и 2 учебные группы по подготовке солдат запаса. У них профиль подготовки мотострелковые подразделения, являются сержанты-командирами отделения, а солдаты старшими стрелками. Туда поступают ребята со всего университета, со всех факультетов по желанию, проходят медицинский осмотр, психологический отбор, как поступающие на службу по призыву, и проходят тестирование по нормативам физической подготовки. И вот на основе этих 3 данных мы набираем ребят, которые в течение сержанты 4 семестров, солдаты 3 семестров обучения еженедельно по 1 разу к нам приходят обучаться военному делу. И вот как раз вот эти сборы являются завершающим этапом их подготовки. Скажем так, вот эти вот 4 семестра и 3 семестра, которые ребята еженедельно 1 раз в неделю к нам приходят, как бы являются теоретической подготовкой, а сама практическая часть подготовки именно с боевой стрельбой, с вождением боевой техники, с проживанием, скажем так, условиях воинской части, вот как раз проходят на этих учебных сборах. Учебные сборы прошли у нас вот, на базе прославленного Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где для ребят были созданы, я считаю, самые лучшие условия здесь, на территории нашего Восточного округа, для прохождения вот таких вот мероприятий, скажем так. Ну, получается, если раньше военная кафедра была просто военной кафедрой, то есть все, кто обучались на определенных специальностях и занимались, получается, там, сейчас это прям отбор. Сейчас, да, прямо отбор, потому что мы выполняем госзадания. Ребят много, в университете порядка 3000 человек обучаются, и из них мы отбираем вот в течение всего 3 учебные группы. 1 сержантская группа, 2 и 2 солдатские группы. Ну, на данный момент уже есть выпускники. Да, мы гордимся, что в этом году, летом, у нас был первый выпуск тех ребят, которые вот в 2022 году у нас поступили. Они полностью прошли весь цикл обучения в военном учебном центре, сборы прошли и, самое главное, закончили университет. У них условие такое, что они должны получить дипломы. При получении диплома мы направляем все их документы в военный комиссариат города Якутска, который оформляет на них военные билеты и ставит их сразу в запас без прохождения военной службы. Это ребятам дает возможность сразу после окончания университета поступить на работу по своей специальности, поступить в магистратуру, кто-то в аспирантуру и так далее, без прохождения военной службы, так как обучение в военном учебном центре приравнивается к военной службе, и они вот в течение вот такая уникальная возможность, да, если уникальная ты обладаешь... возможность для молодых ребят, которые нацелены на карьеру, на научную деятельность, скажем так,
пройти это обучение в университете и сразу вот поступить на работу, пойти по своей намеченной цели. А если желающий продолжить военную карьеру? А если желающие продолжить военную карьеру, пожалуйста, вот даже это училище, где мы проходим сборы, готовы их принять для последующего их обучения уже по военной специальности. Либо же они, так как являются уже имеющими военную учетную специальность, вот командиров отделений или старших стрелков, любые силовые структуры, которые находятся у нас, либо за пределами нашей республики, могут, эти ребята могут туда поступить на службу. То есть, получается, они могут уже выбирать либо по гражданской стезе идти, либо по стезе службе Отечеству. На данный момент сколько выпускников уже? Выпускников уже первый выпуск порядка 57 человек есть, но это не все, потому что у ребят разные сроки обучения. Всего первый выпуск сборы завершили порядка 90 человек. И вот эти ребят по окончанию своих образовательных программ будут постепенно переводиться, получать военные билеты, переводиться в запас. Как-то изменилось отношение нынешних абитуриентов, студентов к военному делу и можно сказать, такое уже положению военного центра, бывшей военной кафедры? Потому что мы уже на слуху, ребята, которые поступают, уже знают про нас и нацеленно, скажем так, идут к нам поступать. У нас мы берем по желанию, поэтому желающих ребят становится больше и больше, мотивированных, которые специально подтягивают свою учебу. Мы набираем именно ребят, которые уже прошли первый курс обучения, бакалавриата либо специалитета, и смотрим еще кроме здоровья и физической подготовки, смотрим на их успеваемость, чтобы у них все были зачеты сданы, экзамены сданы, и средний балл по зачетке тоже влияет на поступление. Поэтому ребята готовятся. Если они не успели на втором курсе, то есть... Кстати, вот про это хороший вопрос. Так как у нас две программы обучения, сержанты и солдаты, у нас, соответственно, два набора. Вот у нас есть случаи, которые ребята не попали на первый набор по каким-то причинам, подтянулись там, где-то что-то исправили, и уже на второй набор уже подходят подготовленными и поступают уже на вторую специальность. Мы привязаны к военно-врачебной комиссии, военного комиссариата, потому что они только освидетельствуют ребят, и у них время работы, период работы связан с весенним призывом и с осенним призывом. Вот эти два призыва мы и наши ребята и проходят эти предварительные отборы. Поэтому кто весной не смог попасть, осенью пожелает. То есть можно устранить недочеты, сдать экзамены, которые не сдали, получается, весенний период. Но, по-моему, отличная практика. Я думаю, что это мотивирует и улучшить и учебу, и подтянуть физическую подготовку. Ребята, женскую половину принимаете? К сожалению, нет. У нас нет военно-учетной специальности для подготовки девушек. Девушек желающих много, кстати, да. Много, прямо, скажем так, заявки пишут, что рассмотрите нас. К сожалению, сейчас у нас только две учетные специальности для ребят. Будет ли какое-то расширение, что, может быть, женская половина тоже сможет учиться? Это все зависит от госзадания, которые нам спускает Министерство обороны. Как там посчитают нужным. Раньше же на военной кафедре, когда была, мы готовились же еще и медики, женщины, девушки готовились, но сейчас пока такой военно-учетной специальности нет. Мы создались всего 3 года назад. Благодаря усилиям руководства университета создана хорошая база на историческом месте, где существовала военная кафедра. Подобран профессорско-преподавательский состав, который имеет большой богатый опыт. И в будущем, со временем мы не будем стоять на месте, может, будут еще новые военно-учетные специальности для ребят.
Большое что, спасибо, Геннадий Степанович. ну, Вроде историческое место. да, мы Площадь сегодня Победы, собрались да, ага. в замечательном месте, узнали все самое интересное. Желаем расширению специальностей. Ну и Как женская половина, да, желаю, чтобы все-таки военные медики тоже такая Да. специальность открылась. Ну и сейчас идет полным ходом приемная кампания в университете. Вот для родителей поступающих ребят это надо взять на заметку, что в университете есть уникальная возможность вот ребятам, да, пройти военную подготовку, это называется военная подготовка, в стенах университета и, скажем так, получить военный билет без отрыва от учебы, скажем так. Да. Ну, это отличная мотивация Да, убеждать детей учиться лучше и относиться серьезнее к физподготовке тоже. Физподготовка, да, ага. Обязательно. Здоровье, обучение. Спасибо. И желание, конечно же, желание. Спасибо Вам большое. спасибо большое. Ага, за Обязательно будем приглашение. следить за теми результатами ваших студентов, Ну, обучающихся спасибо. на сборах. Хорошо. Дорогие друзья, ну а мы с вами переносимся в Нерюнгри. Там работает волонтерская группа, очень интересным названием «Домашние обеды для победы». То есть это группа небезразличных женщин, которые вот занимаются именно производством сублимированных обедов, получается, для участников специальной военной операции. Подробнее в следующем сюжете. Первое, второе и компот – залог вкусного и сытного обеда. Но в боевых условиях у ребят на СВО нет ни времени, ни условий для приготовления полноценного обеда. На помощь военным приходят домашние обеды. Вкусные, с теплом души приготовленные заботливыми руками нерюнгринок. Я вот пришла почти в 9. Здесь уже девочки были, уже тоже готовили. Вот, поэтому мы сделали пакетики, как обычно, 17 штук идет у нас, потому что перец толстенький, поэтому они умещаются только 17 штук. Вот. Подлив идет очень вкусный, Татьяна готовит говяжий бульон, тут со всеми специями. И вот будем потом заливать эти красивые наши перчики. Создают кулинарные шедевры неравнодушные женщины на кухне куратора группы Татьяны Редькиной. В наших обедах частичка души. Тех, кто доставить продукты спешит. Нашей Татьяны, которая нас собрала на кухне, в кастрюлях творить чудеса. И активных девчонок, плюс 60. В 2025 году нерюнгринки приготовили 9500 порций разнообразных обедов. Меню постоянно дополняется. Плов, перловка, булгур нам очень нравится, потому что булгур очень полезный, витаминный, а для ребят это очень необходимо. Поэтому у нас и булгуры. И в ассортименте у нас, естественно, мясо, котлеты, курица. Все, что вы готовите дома, мы готовим для наших ребят. В этом году на передовую отправлено более 500 посылок и около 150 маскировочных сетей. Сети помогают изготавливать волонтеры из Нерюнгринского водоканала. На сегодняшний день сплели более 500 сетей, среди которых были и по индивидуальным заказам. Нам воины все время передают благодарности и просят какие-то особенные сети, что мы тоже с удовольствием исполняем. На летнее время нам очень-очень помогают школьники, которых мы трудоустраиваем. Работаю я уже несколько лет, с 14 получается. Каждое лето я плету сети. Это достаточно кропотливый такой труд. Волонтерскому объединению «Домашние обеды для победы» помогают предприниматели, местные власти, волонтерские группы из других поселений района. Такое объединение помогает бойцам в полевых условиях чувствовать тепло родного дома. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Всем еще раз доброго утра. Мы сегодня посвящаем выпуск немножко военной тематике. И подростки тоже не отстают. Подведены итоги военно-патриотической смены лагеря «Путь Росомахи». 140, получается, подростков от 12 до 17 лет прошли туристическое обучение и военное. Как это было, узнаем в следующем сюжете. Теперь голову! Отбиваем пик! По крайней мере, мы научились! Смена, организованная при поддержке окружной администрации и силовых ведомств республики, прошла на базе лагеря «Радуга». В ее программу вошли творческие конкурсы, прохождение туристического маршрута и военно-спортивная подготовка. За эти дни пребывания в лагере, сегодня вот практически завершающий день, и дети сегодня использовали все знания, которые они получали за эту неделю, и прошли тропу испытания с протяженностью 3 километра.
То есть они попробовали себя, применили свои навыки, новые навыки, которыми они тут овладели. Ну и, конечно, это воспитание патриотизма, воспитание командного духа, также самореализация, ну и попробовали новые. Путь Росомахи является полным погружением в армейскую атмосферу. Здесь все по-настоящему. Строгий распорядок дня и полевые условия. Но ребята не жалуются, и уже с первого дня им всем очень понравилась тематическая смена. Лагерная неделя прошла очень интересно, мне все понравилось. Мы все сдружились с юноармейцами. Мне понравилось больше всего то, что мы с моим отрядом 6-м начали более хорошо общаться, я нашла новых знакомых. Все ребята хорошо общаются, поддерживают друг друга, все рассказывают, что-то либо обсуждают. Смена «Путь Росомахи» ежегодно собирает ребят из разных районов республики и дает им возможность не только обрести новые знакомства, но и почувствовать армейскую дисциплину. Степан Черненко, Нюргун Старостин, Якутск. Ну, а на площади замечательно проходят утренние зарядки. Мы присоединились, немножко успели с оператором побегать, размяться. Ну, видно, не очень хорошо, поэтому у нас нет инвентаря, с палочками занимаются специальными. Поэтому предлагаем вам нашу утреннюю зарядку, которую можно сделать дома. Сегодня мы с вами обратим внимание на нашу осанку и сделаем комплекс упражнений, направленные на укрепление нашей спины. Ну что, начинаем. Спину выпрямляем и начинаем с вами с наших плечей. Руки отводим в сторону. Левую руку мы как опора ее размещаем на полу. И вторая рука у нас вытягивается над боковой части. Самое главное – руку вытягивать вперед, чтобы вы чувствовали вытяжение. Потом центр. Немножко легкий прогиб делаем в поясничном отделе, в грудном вы чувствуете. И то же самое делаем с другой стороны. Центр. Смотрим наверх. Если вы это делаете на природе, это прекрасно, чтобы посмотреть на небо, на деревья. И делаем наклон. Наклон нам нужен для чего? Для того, чтобы наш позвоночник расслабился, чтобы позвонки растянулись. И кончиками пальцев мы растягиваем себя. Медленно-медленно движениями мы тянем на себя. И также широко раскрываем руки, чтобы лопатки тянулись друг к другу. Также начинаем шейную зону делать. Те же наклоны. Самое главное, наш локоть должен работать вместе с наклонами одновременно. Глаза можно закрыть. Так, меняем с вами сторону. Хорошо. И руки наши тянутся наверх. Таким образом мы позвоночник растягиваем. Выдох вниз и снова вдох плавными движениями, будто йога в танце у вас. Теперь мы с вами переходим к ногам. Мы забываем обычно про стопы. Они должны быть у нас подвижными. Профилактика отеков. Так, руки наши параллельно друг другу располагаются. Обратите внимание на свою спину. Она крепкая, прямая. Позвоночник тянется вверх. И смотрим наверх. Медленно мы с вами ложимся, насколько можем. Если тянет под коленом сильно, немного согните колено. Так будет удобнее. И тут некоторое время находитесь. Чем дольше, тем лучше. Дома, допустим, вы не ограничены по времени, поэтому вам очень будет удобно контролировать состояние. Меняем сторону. Теперь соединяем стопы вместе, спина прямая, и здесь мы сплетаем пальцы в замок. Таким образом у нас тазобедренные раскрываются еще лучше, потому что у нас натяжение, как тетива лука. Взгляд направлен вперед, плечи отвели назад, и мысленно помогаем ногам опускаться вниз.
Теперь соединяем ноги вместе и делаем на баланс. Это называется поза лодки, навасана. Ладони параллельны коленям. Самое главное, пупок тянется к позвоночнику, спина прямая. Потом мы вытягиваем и добавляем уже фитнес-йога. У нас йога, очень много в ней направлений. На этом комплекс упражнений завершен. Я благодарю за ваше внимание. Хорошего вам, удачного дня! На календаре 8 августа. Сегодня отмечают Всемирный день кошек. По народному календарю в этот день православная церковь чтит память святого Ермолая. На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай, хлеб прибирай», — говорили люди. Начинался ранний сбор яблок. В этот день знахари выходили в леса и луга запасти лечебные травы. Этот день в истории. В 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в этот день в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. А в 2008 году открылись 29-е летние Олимпийские игры в Пекине. В этот день родились Вера Засулич, русская революционерка, писательница; Александр Ханжонков, русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности; Вера Каралли, русская балерина, актриса кино и балетный педагог; Святослав Федоров, советский российский офтальмолог, глазной микрохирург; Юлий Гусман, советский российский режиссер, телеведущий, общественный деятель; Светлана Савицкая, советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель. 75 лет сегодня исполняется Ангелине Лукиной, этнохореографу, искусствоведу, доктору искусствоведения, почетному гражданину Горного Улуса. Станислав Садальский отмечает день рождения, советский российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Также в этот день родился Виктор Авилов, советский актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор. Мы продолжаем прогулку по набережной, немножко прохладно, но как же здорово пройтись, столько всего интересного, столько людей вокруг, и совсем не страшен мороз. Но если вы предпочитаете более спокойное времяпрепровождение, где-нибудь в тепле, то напоминаем, что сейчас идет уникальная межрегиональная выставка музея Льва Николаевича Толстого. Эволюция образа Льва Николаевича от Ге до Гинзбурга. Это потрясающая выставка, которая позволяет из первых уст узнать Льва Николаевича с новой стороны. Это его портреты, это оригиналы работ. И об одном из них сейчас расскажет наш корреспондент. Доброе утро. Ныне в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия проходит выставка «Эволюция образа Льва Толстого в изобразительном искусстве». Выставка включает в себе работы 13 художников и скульпторов из собрания Государственного музея Льва Толстого. Взаимоотношения Льва Толстого с художниками и другими деятелями искусства широко известно. Со многими из них Лев Николаевич был хорошо знаком, общался с ними, а порой и художники, некоторые вроде Ильи Репина, Николая Ге и других, становились близкими друзьями. Особой картиной в этом счету нашей выставки является картина Ильи Ефимовича Репина «Толстой по ту сторону жизни», особая и по своему настроению, и по своим особенностям, и по вложенному сюжету. Лев Николаевич Толстой и Илья Ефимович Репин – два титана русской и в целом нашей отечественной культуры. Познакомились в 1880 году и дружили все 30 лет, вплоть до смерти Льва Николаевича в 1910 году. Художника и знаменитого писателя познакомил знаменитый художественный критик Владимир Стасов. И с момента знакомства Илья Репин был поражен масштабом личности Льва Толстого, то есть сходу, с момента знакомства, Репин проявил большой интерес к самому Толстому, к его личности, так и к его взглядам, убеждениям и так далее. Они без конца спорили, в чем-то сходились, в чем-то нет, и это так или иначе подогревало интерес их обоих друг к другу, к их дружбе, общению. И
скажем так, творческому тандему. С момента знакомства Лев Ефимович написал множество портретов Льва Николаевича Толстого, среди которых известные нам всем и по учебникам литературы портреты, большой масштабный портрет Льва Толстого под названием «Лев Толстой на пашне». Однако нас интересует именно вот эта картина под интересным названием «Лев Толстой по ту сторону жизни», написанный в 1912 году, спустя 2 года после смерти писателя. По своим художественным особенностям этот портрет сильно отличается от ранних и классических работ Репина, среди которых «Бурлаки на Волге», «Неждали», либо знаменитые «Запорожцы», поскольку написано уже ближе к позднему периоду творчества Репина. Еще и такие особенности объясняются тем, что ближе к старшему возрасту, к 1910 годам, у Репина уже плохо работала его правая рука, он был правшой, и ему быстро пришлось научиться писать левой рукой. И этим объясняется, какими особенностями выполнена эта работа. Портрет большей частью написан в красно-розово-золотистых тонах. Мы видим, как осунувшееся, постаревшее, чем-то измученное лицо Толстого со впавшими глазами смотрит наверх. Такое положение головы и такое положение тела Толстого было вдохновлено фотографией, которую сделал секретарь и издатель книг Толстого Владимир Чертков. Именно такое выражение лица, запомнившееся Репину, спустя время вдохновило его на создание такой картины. И вот мы видим, как Лев Толстой уже в райских садах с книгой в руке, как будто испытывает озарение чем-то и как будто получил ответы на те вопросы, которые мучили его. Вопросы бытия, жизни и смерти были причиной подавленного состояния, хандры Льва Николаевича, которые привели, в конце концов, к его бегству из Ясной Поляны в ноябре 1910 года, а уже 20 ноября его не стало. И в конце концов, момент получения Толстым всех ответов, которые так и не смог он получить в земной жизни, именно отпущение от тех мучений душевных, которыми он был обременен и измучен в земной жизни, и изображен Ильей Репиным в этом портрете Льва Николаевича Толстого. Так здорово вообще на набережной, редко здесь бываю, люди бегают, чайки летают, вода, ну прям как на берегу моря. Ну, кстати, еще ощущение моря часто нам дарят удивительные блюда, например, том-ям. Том означает, получается, варить, кипятить, ям означает смесь с вкусом. Никогда об этом не задумывалась, но, в общем-то, соответствует супу. Но сегодня мы расскажем вам другой уникальный рецепт. Паста с морепродуктами том-ям. Ну, по-моему, отличный рецепт для пятницы. Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром ресторана «Сцена». Сегодня готовить будем с вами пасту с морепродуктами в соусе том-ям. В первую очередь мы возьмем наши креветочки, аккуратно вынимая панцирь, не повредив креветку саму. Далее нам нужно помимо панциря удалить кишечник, который находится в районе позвоночника нашей креветки, вот тут примерно он. Мидии берем мы в сковорках и здесь удаляем небольшой такой вот хвостик, потому что хвостик он дает неприятный аромат и невкусно в общем. Все, мидии мы перебрали, предварительно помыв их. Порежем 10 грамм лука на небольшие кубики, потому что лук всему голова. Немножко подождем, чтобы наша сковородочка подогрелась, масло раскалилось. А в это время у нас вода закипает, добавляем наши спагетти. Первым делом мы закидываем наш лук. Ни в коем случае не добавляйте чеснок, потому что морепродукты и чеснок, они никак не соприкасаются, не будет невкусно. Самое главное, дорогие друзья, наши морепродукты не пережарить, буквально 2-3 минуты, потому что если мы пережарим креветки будут очень твердые, невкусные, и кажется будет, что во рту не креветки, а резина.
когда мы сделали небольшой надрез креветочки, и креветочки у нас визуально получились такие крупные, мясистые. Прям обожаю. Все, креветочки наши почти готовы. В этот момент мы добавляем нашу пасту том-ям. Паста том-ям продается в любом магазине. Сейчас это уже нетрудно найти. Такое небольшое количество. Ни в коем случае не добавляйте, друзья, томатную пасту там, или свежие помидоры. Вот сразу такой азиатский аромат. Прям очень вкусно. Настал момент, когда наша водичка это понадобилась. Немножко берем отсюда бульончика. Уменьшаем наш огонь. Добавляем прям с кастрюли сюда наши морепродукты. Добавляем наши сливки. Примерно 15 грамм. Перемешиваем аккуратненько. И добавляем наше кокосовое молоко. Кокосовое молоко также можно найти в любом магазине. Сейчас это все доступно, нетрудно. Вот прямо сейчас аромат такой пошел. Настоящая Азия. Аккуратненько сервируем нашу пасту такими небольшими горками. Выкладываем нашу пасту. Аккуратно по краям морепродукты. Натереть сверху сыр. И украсить нашей микрозеленью. Итак, дорогие друзья, наша паста готова. Паста в соусе том-ям с морепродуктами. Мы украсили небольшим декором микрозеленью. Вы дома можете любой зеленью украсить. Приятного аппетита! Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Якутске электросамокат становится все более популярным видом транспорта. Вместе с этим растет и внимание к соблюдению правилами дорожного движения. С начала сезона в этом году зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе и столкновения с автомобилями. Госавтоинспекция выписано более 70 административных протоколов пользователям электросамокатов за нарушение ПДД. В городе обсуждаются и вопросы регулирования использования данных средств и повышения безопасности как для водителей средств индивидуальной мобильности, так и для пешеходов и автомобилистов. Лица, использующие для передвижения средств индивидуальной мобильности, они не должны создавать помехи пешеходам. Если там большое количество людей, то они должны спешиться и ходить по тротуарам, велодорожкам, да, в качестве пешеходов. Также при переходе дороги они должны спешиваться и перейти дорогу в качестве пешехода. У них должна быть защита, то есть это шлем, налокотники, наколенники, чтобы в случае падения не получить травмы. Также запрещается управлять в состоянии алкогольного опьянения и на одном электросамокате. Если не предусмотрена конструкция, должен передвигаться только один человек. Аэропорт Верхневилюйский работает с 1960 года и уже этой осенью в октябре отметит 65-летний юбилей. На данный момент в штате числится 26 работников, 9 единиц разной специальной техники. В год совершается 300 рейсов. Сюда входят и пожарные, и санитарные, и рейсы внутри района Датабуинского наследия. Сегодня у нас местный рейс. С заказали вертолет. С Верхневильска до Тутубы. Время перелета 1,5 часа. До Тувы полетели 19 пассажиров и 700 килограмм груза. Это продукты, запчасти.
Из России в Абхазию вновь запустят морское сообщение. Первый тестовый рейс с пассажирами из Сочи в морской порт Сухума прибыл впервые за 32 года. Его встретил первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко и президент республики Бадра Гунба. Путешествие на судне «Комета» продлилось всего 2,5 часа. На авто, к слову сказать, дорога из одного курорта в другой обычно занимает более 4 часов. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет. В Росморпорте рассказали, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса. Ну а россияне назвали страны, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть. Чаще всего со вкусной едой у россиян ассоциируется Италия. Туда хотели бы отправиться за гастрономическими впечатлениями 39% туристов. На втором месте в туристическо-гастрономическом рейтинге Грузия. Продегустрировать местную кухню хотела бы четверть опрошенных туристов из России. Пятая часть участников опроса предпочитает азиатскую кухню и выбрала бы для туризма Таиланд. Еще 19 – Японию. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Осень – жаркая пора охоты, но за грибами и за ягодами. И, как правило, в пылу охоты почему-то часто все забывают о безопасности. То есть выехали на новую локацию и не смогли найти путь к своей автомашине. Такое бывает часто. Поэтому о мерах безопасности, как с этим бороться и как не потеряться, мы сегодня поговорим с спасателем 3-й категории Иваном Афанасьевым. Доброе утро. Здравствуйте. Иван, расскажите, пожалуйста, вот вроде столько современных гаджетов, то есть у каждого есть GPS, у каждого есть какие-то средства, но почему-то ими не пользуются. Как вот их использовать для того, чтобы не потеряться? Ну, сейчас в век высоких технологий практически у каждого есть современный смартфон. А также они еще обладают очень хорошей функцией геопозиционирования. Но почему-то многие просто не умеют ими пользоваться, даже не знают. Хотя все телефоны, они уже как предустановлены с этой функцией. Надо только просто поглубже изучить свой смартфон, залезть в интернет, почитать, даже просто инструкцию. Возможно, есть какие-то приложения, которые более в упрощенном порядке помогут жителям сориентироваться, где они находятся, в какой части, там, не знаю, Пролеска, на какой-то другой территории. Ну, допустим, самое известное приложение – это 2GIS. Есть очень хорошая функция, недавно в нем появилась, это добавить друзей. Да, отличная функция, удобно. Да. Я детей добавила. Да, вот. И получается, можно просто отслеживать, где находится. Это могут быть не только дети, могут быть еще и родственники. Но, естественно, он будет показывать только в зоне сотовой сети, где находится. А если мы попали на территорию, у нас территорию обширной республики, да, есть много территорий, где покрытие еще не очень стабильно. Вот в таких ситуациях чем пользоваться? Есть также еще дополнительные приложения, но они уже более специализированные. Это тоже по геолокации, это разные трекеры, это могут быть и самые популярные, то, что мы используем, это есть приложения с картами, где уже записывается трек, откуда ты начал идти, весь путь записывается, и если надо, ты просто повернул, и по этому контуру, который вернулся обратно. Да, вернулся обратно уже. Также можно уже сориентироваться, если еще человек более-менее разбирается в местности, в картах, то без труда может обратно выйти. Ну, зачастую проблема ориентирования, она связана не только, к сожалению, с тем, что люди выехали на какую-то новую местность, но и состоянием здоровья или возрастом. Вот как быть в тех случаях, когда речь идет о пожилых людях уже с деменцией, да, людях, которые склонны убегать из дома. Вот в этих случаях какими средствами нужно обеспечить себя и, получается, родного близкого человека, чтобы его не потерять? Да, это вот категория населения такая, она более уязвимая, считается самой уязвимой, и она, так сказать, находится в зоне риска. Поэтому родственникам рекомендуется, вот сейчас покажу пример, это вот такие детские часы-трекер. Работают по сотовой сети, вставляется сим-карта, и получается на родительском телефоне устанавливается приложение. И там уже полностью отслеживается, где человек ходит, владелец часов, ну, в данном случае ребенок, куда он ходит, с какой скоростью, где он останавливается. И также пишется трек. Достоинство таких вот аппаратов в том, что трек пишется постоянно, независимо. Даже если человек уйдет из зоны сети,
то трек будет записан до тех пор, пока не потеряется сигнал. Мгм. Для проведения поисков это уже будет направление, куда человек ушел, район поисков. Это очень важная информация. Ну, то есть это сужает круг поисков и облегчает вам работу. Да. И тем более, если кто-то из родственников наблюдает, что что-то... Смещение в Да, другой смещение район. куда-то, он уходит далеко уже и сразу уже начинает предпринимать меры, пока не случилась беда. Поэтому вообще проведение поисково-спасательных работ — это очень серьезная работа, где приходится задействовать очень много сил и средств. Также это очень тяжелая психоэмоциональная нагрузка на родственников. Вот скажите, пожалуйста, вот за последнее время какие случаи чаще всего бывают, когда приходится организовывать поиски? Как раз таки вот как сезон начинается сбора грибов, ягод, и учащаются случаи, когда люди просто блудятся. И в большинстве случаев блудятся рядом с городом. То есть недалеко это вот Вилюйский тракт, Покровский тракт, Намский тракт, где чуть-чуть дальше уходят. В пылу азарта в основном человек смотрит только на землю, ищет, раз опоминается и уже оказывается в незнакомом месте. Поэтому вот такие случаи бывают. И вот как грибника искали в Намском районе, то есть на границе Намского района. Сколько он? 5 дней там был. Удалось найти? Да, удалось найти живым, но он был истощен, его передали уже скорой помощи. Вчера как раз вот был случай, тоже на Вилюйском тракте. Позвонила женщина, сказала, что я заблудилась. Наш диспетчер, уже как проинструктированный человек, попросила ее передать свою геолокацию, объяснила, как это и сделать. Она передала свою геолокацию через свой смартфон. И диспетчер уже на компьютере забила координаты и посмотрела, где она находится. И уже направила ее в сторону трассы. Таким образом, человек уже вышел. Ну, давайте завершим какими-то рекомендациями, которые может руководствоваться любой человек для того, чтобы в критической ситуации, когда ты потерялся и вдруг у тебя с перебоями связь, но у тебя есть сотовый телефон, что ты можешь сделать? Да, если вот берете сотовый телефон, рекомендуется полностью его зарядить. Если есть пауэрбанк, взять пауэрбанк. Самое обязательное, когда вы куда-то собираетесь уходить, сообщите кому-нибудь. Не надо играть в партизанов, сказать: я вот собираюсь по грибы, по ягоды, я буду в каком-то определенном месте, в том месте собирать и планирую во сколько-то, в какое-то время уже вернуться. То есть сообщить. Если человек не возвращается, на телефон не отвечает, то тут уже надо бить тревогу. Для самих людей, которые уже уходят искать грибы, ягоды, основная рекомендация — одеваться ярко. Вот раньше было у нас популярно, как только в лес уходят, начинают одевать камуфляж, прям как в зону боевых действий. Так не надо одеваться. Прятаться просто не от кого. Поэтому яркую одежду, яркую курточку, что-нибудь, платок, жилетик. Некоторые даже жилетики дорожные одевают, такие яркие, чтобы издалека можно было человека увидеть. И самое главное, если почувствовали, что вы заплутали, остановитесь. Найдите какое-нибудь безопасное место, и достаточно такое открытое. Поле, может быть, опушка леса. Сидите и ждите. Вас начнут искать. Спасибо большое. Но мы уверены, что с такими спасателями нам ничего не страшно. По крайней мере, мы теперь знаем четко, как нам поступать, если мы заблудились. Надеюсь, что ваши поиски грибов увенчаются успехом, и искать вас нам не придется. Дорогие друзья, ну а завершаем сегодняшний эфир традиционно музыкой. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, по
матушка земля. Земля. Для меня святая Русь. Матушка земля, белая березонька. Для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька. Для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька. Для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля. Матушка земля. Матушка земля.